Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто скоро появится, кто проявится, кто объявится. Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. Не загадывайте на слишком продолжительный срок, но и не загадывайте на слишком короткий. Срок в 2-3 недели вполне себе подходит. Ну и давайте посмотрим, кого вам ждать, да? С кем скоро будете общаться, встречаться. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. О, да тут вы прям в центре внимания. Смотрите, какие волны идут, да? Здесь мужчины. Прям как, знаете, перетягивание каната. Мужчин много вокруг вас. Прям очень много. Вот эти прям как голодные какие-то с левой стороны, скорее всего, из прошлого. А вот эти мужчины, они как новые мужчины. Либо мужчины, с кем вы недавно познакомились, либо только-только вот начали свое общение. Может быть, вы давно друг друга знаете, но вот как-то не сильно там и общались. Вы в центре внимания, вы фонтанируете просто нереальную какую-то энергетику, либо это данность весны, либо это коридор затмений так влияет на мужчин. Просто вот как сходят все с ума. Давно такого в вашей жизни не было. Прям давно, прям будете очень сильно удивлены. Видите, вот здесь товарищи и здесь товарищи. Эти, значит, вас сюда тянут в правую сторону, эти в левую сторону. А вы в центре и счастливая, улыбаетесь. Да. Ой, а тут еще какой-то мужчина прям с ключом, еще с таким огромным. Ой-ой-ой. Что творится, что происходит? Слушайте, прям так интересно. Хочу карты взять. Я хочу понять, в чем причина, почему эти все мужики просто вот на вас накинутся. По-другому я не могу сказать. И появятся, и проявятся, и как снег на голову свалятся. Хотя уже весна, да, вовсю у нас март идет. Весеннее обострение. Так, были бы вы кошечка, я бы поняла. Да, все-таки мы не коты, мы люди. Да? Давайте узнаем, что происходит. Что за сладкая энергия? Почему так все будет происходить? Почему так все будет в вашей жизни происходить? Вот как все. Слушайте, в какой-то веке я так понимаю, что вы над собой поработали, себя проработали. Здесь вот явно идет отказ от прошлого. И прошлое не в виде какого-то человека, а в виде отношения к себе. Да? Когда вы хотели кому-то угодить, либо привлечь чужое внимание к своей персоне, либо хотели быть удобной, да, хорошо воспитанной, там, женщиной с репутацией, да? Вам было тяжело. Вас не замечали, либо к вам как-то не очень хорошо относились. Вот. Теперь вы такая: нет, все будет по-новому, теперь я сама у себя на первом месте. Вот. Мне глубоко насрать, что кто про меня там скажет, подумает. И вот уверенная в себе женщина фонтанирует нереальную энергетику, которая безумно привлекательна для противоположного пола. Я бы даже сказала, вот как сшибает с ног этих мужиков. Плюс у нас Луна. У нас с вами сегодня лунное затмение. Сегодня еще и полнолуние, да, кровавая луна. Слушайте, все случилось, да, под воздействием Луны. Мужиков прям потянет со страшной силой. Особенно из прошлого мужиков потянет. Мужики, которые что-то не сказали, не досказали, либо не поступили правильно в вашу сторону. Вот их всех потянет для этой кармической проработки. Плюс вот оно ваше время.
время, как говорится, цвести. Действительно, энергетика меняется, потому что приходит весна, плюс удачка разворачивается в вашу сторону, и выбирай не хочу. Слушайте, вы вольны делать, что хотите. Вы просто вот убегать от этих мужиков будете, вот настолько они вас будут преследовать, вы настолько желанной станете в этой энергетике, в новой своей этой роли, что мужики просто бегают. Вот здесь два мужчины из прошлого. Один прям очень какой-то навязчивый, настойчивый и чуть ли не плакать будет. Вот настолько он будет вас добиваться вашего внимания, там просто поговори со мной, дай мне рассказать, что я чувствую, либо дай мне рассказать о своих сожалениях, переживаниях, нести тебе самые мои глубочайшие сожаления. Прям будет вас преследовать. А второй мужчина, он как менее активный, но тем не менее, я так понимаю, что он будет вам там названивать, написывать, разрывать ваши соцсети. Да? Двое мужчин из прошлого. Но вот этот, который очень активный, он, конечно, даже в какой-то момент раздражать вас будет. А вы такая, блин, опять ты, откуда ты взялся, пропади в то прошлое, из которого ты вышел, да, у вас такие мысли будут. Что касается правой стороны, здесь три мужчины. С одним мужчиной вы как-то постоянно на связи, может быть, вы вместе работаете, может быть, живете по соседству, может быть, в одной компании находитесь. Этот мужчина всегда вел себя очень скромно и вот как друг, да, он ваш друг и не более того. А тут прям заметите, что он за вами ухаживает, что он там прям пылиночки с вас сдувает, что он весь такой, знаете, обволакивающий, да, его станет чрезмерно много, и он вам прям проходу не дает, да, очень услужливый, галантный, ну прям джентльмен, да, этот мужчина, знакомый мужчина. Я не могу сказать, что он вам прям сильно нравится, и что вам там сильно польстит, но с другой стороны будет приятно, что он за вами ухаживает, вот приятно, да, когда мужчина старается женщине сделать хорошо, но как-то будете все равно списывать на дружбу, на службу, на то, что мы друг друга давно знаем. Так, дальше у нас идет мужчина, с кем вы, ну вот визуально знакомы, то есть вы его на лицо знаете, где-то видели, но личного знакомства нет. Этот мужчина будет к вам подходить, этот мужчина будет с вами пытаться познакомиться, разговориться, будет вас смешить, какие-то истории смешные, там анекдоты, и вообще такой весь, знаете, рубаха-парень. Вот, знакомство у вас с ним, да, вот такое близкое состоится. И еще один мужчина показан, как мужчина в сегодняшнем дне. Может быть, у вас с этим человеком симпатия, может быть, вы вместе с этим мужчиной, может, вообще это ваш муж, да? Вы с ним вместе проживаете много-много лет. Но не важно. Важно то, что он будет больше страсти вам, что ли, давать, больше огня. Вот он вам огонь будет предлагать. Но это страсть, страстные отношения, больше интимной близости. То есть, если мужчина был скупой там, на комплименты, на то, что прям вместе побыть, время провести, опять же, в интимной жизни был таким не очень, да, вот, он прям будет гореть, он будет вам огонь давать и требовать огонь от вас. То есть он такой, типа, я дровишки, да, а ты огоньку подкинь, либо искру дай, либо наоборот, да, с тебя дровишки, с меня искра. Ну, в общем, будет вас и удивлять, и радовать. Тут вам будет очень приятно. Здесь, как знаете, второй медовый месяц, да, либо там наконец-то страсти вспыхнули. То есть вы поймете, что он стремится к тому, чтобы сделать вам хорошо и приятно, стремится к тому, чтобы улучшить ваши взаимоотношения, ну, либо стремится к тому, чтобы с вами объединиться. Это вам будет приятно. Но у вас голова будет кругом идти. Вот столько мужчин, и все чего-то от вас хотят, вернее, не чего-то, а чего-то конкретного, да, вас добиваются. Прям чувствуете себя королевой. Тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже. Поверьте, вам это к лицу, да, вы всегда были очень красивой женщиной, но вот ваше желание быть хорошо воспитанной, удобной, как бы вас, я так понимаю, затеняло. Вот. А теперь вы больше думаете о себе, больше себе будете позволять. Тут я вижу, что вы и не только внутренне меняете, вы и внешне поменяете, да, может быть, причесочка новая, может быть, новый цвет волос, может быть, какая-то одежда, да, новая, но опять же, да, весна, обновление сезона, там люди начинают уже там оголяться, да, ну, я имею в виду там более какую-то одежду
менее там плотную носить, да. В общем, все как в руку идет. Ну, весеннее обострение, можно так назвать эту отсыпку и точно не ошибиться. И смотрите, в тот срок, который вы загадали, вот я вижу, что вам 2 якоря будут предлагать. Видите, вот слева якорь и справа якорь. Вот настолько все далеко будет заходить, что вот, ну, мужчина из прошлого и мужчина из настоящего вот прям всего себя будет вам предлагать. У вас действительно будет выбор, да, либо в прошлое вернуться, либо в настоящем остаться и в будущее пойти. Вот. И выбор, кстати, непростой. Непростой. Это сложный выбор, и он равнозначный мне идет. То есть вот настолько мужчины будут убедительны, что вы долго будете колебаться и прям в сомнениях будете находиться. Но выбор остается за вами. Вам все дороги открыты. Смотрите, здесь так показано, что вы загаданный срок, но вы точно счастливой станете. Выберите именно того, с кем дальше по жизни пойдете. Кто это будет, из прошлого, либо из настоящего, я не могу сказать. Вот не удивлюсь, если кто-то из вас, например, там, нынешнего мужчину бросит и с бывшим, да, вот увидев его, как он поменялся, да, как он к вам тянется, да, вот вернетесь к бывшему. Почему бы и нет? Главное, чтобы вы счастливы были, да, так иногда бывает. И да, людям свойственно меняться. Пусть не все, пусть не сразу, но люди меняются. Особенно если есть стимул. А особенно если такой стимул, как любовь, конечно, мужчина будет меняться. Тем более вы такая вот прекрасная, знающая себе цену. Так, и еще вот этот мужчина с ключом. Этот мужчина, он непростой мужчина, с левой стороны. Этим ключом он для вас что-то будет открывать. Может быть, откроет там новую должность, может быть, откроет какие-то перспективы, какие-то возможности. Это никак не связано с любовью, это связано с его желанием, с его выбором в вашу сторону. Ну, допустим, это может быть какой-то руководитель, да, это может быть чиновник, это может быть даже какой-то, не знаю, доктор, специалист, да, который может вам открыть дверь в здоровую жизнь, в жизнь здорового человека. Вот. И вижу, что он прям очень инициативно подойдет к вам, к вашим вопросам и достаточно настойчиво. То есть он видит, что у вас есть потенциал, либо он видит, что вам именно конкретно нужна его помощь. И я вижу, что этот мужчина сыграет свою роль в вашей жизни. Роль очень положительную, как откроет вам дверь в новую жизнь. Так, а вот здесь у меня показаны люди, которые о вас говорить будут, как обратят на вас внимание, станут о вас говорить. Но с правой стороны неплохое, хорошее будут говорить. Может, заступаться будут за вас, защищать вас станут. Я не могу сказать, это мужчины либо женщины, но их двое, они очень активные. Этим людям вы будете благодарны. Действительно благодарны за их жизненную позицию и за их искреннее отношение к вам. Прям да, для вас очень многое могут сделать. Так что, мои хорошие, будет жарко, будет интересно, будете купаться в мужском внимании, да вообще, в принципе, во внимании людей. Вы вот словно бы магнит привлекаете людей, тянете, притягиваете, намагничиваете к себе. И здесь равнодушных тоже не будет, вообще не будет. Даже те, кто вас недолюбливал, все равно вот в душе, наверное, будут делать вам комплименты, что да, она очень изменилась. Даже те, кто вас, например, там недолюбливал, либо как-то косо-криво к вам относился, на вас смотрел, тоже будут признавать, что вы очень сильно поменялись. И новая вы, ну просто вот королева. Королева, тут, понимаете, ну даже слепой увидит, насколько вы преобразились. И никто не сможет вас критиковать, ну, потому что вы действительно стали очень яркой, самобытной, неповторимой женщиной. Вот потянутся, к вам люди действительно потянутся. И если сейчас у вас жизнь немножечко такая скучноватая, пресная, либо вы мало где бываете, мало с кем общаетесь, то буквально с завтрашнего дня вас просто вот перетягивает, да, мужчины из прошлого, мужчины из настоящего, и все вас хотят, все чего-то от вас хотят. В общем, будет очень интересно. Будете развлекаться, вижу много здесь разговоров, улыбок, каких-то выходов в свет, да, рестораны, бары, клубы, там какие-то посиделки, встречи, театры, да, вот прям будете ходить, будете наслаждаться жизнью. Эта весна вам запомнится надолго. Она будет очень приятной, очень теплой.
и очень насыщенной. Девушки, мои хорошие, кто зашел на эту отсыпку, эта информация и для вас, и про вас. Поверьте, случайности не случайны. И если вы сюда попали, досмотрели эту отсыпку до конца, это все было про вас. Вас сюда привел ваш ангел-хранитель, чтобы вы эту информацию получили. Пусть на благо вам все пойдет. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.